рукопашному бою, которого открыл Олег Чапцурай. А мы видим велосипеды, а это значит, что в эту школу приходят дети с активной жизненной позицией. А сколько воспитанников ходит в эту школу, можно определить по количеству кроссовок, которые здесь находятся. Вытягивает руку, и за счет этого очень больно. А вот как вы вообще сюда пришли? Вообще, кто вас сюда привел и зачем вы сюда ходите? Я пришла сама. Ну, сначала я как бы для себя просто, как, ну, для самозащиты, а потом, ну, меня еще нужно для поступления. Вот. А как тебя зовут? Меня зовут Леша. Ну, я сюда начал ходить для того, чтобы для самообороны. А поступать куда-то не планируешь там? Пока что нет. Тебе нравится? Да. А что именно тебе нравится? Все. Все. Как часто приходишь на занятия? Ну и каждое занятие, когда есть, я стараюсь приходить. Иногда бывают случаи, когда я не прихожу. А вот, Свет, как тебя зовут? Я сюда тоже пришел для самообороны. Ну и просто посмотреть еще. А ты пришел с друзьями, тебя родители притащили, или ты сам пришел? Я сам сюда пришел, и тут еще были оказывается. А помимо каких-то приемов, чему еще здесь вас учат? Ну, борьба. То есть, а как-то, не знаю, у вас там характер, он изменился, что вы начали ходить? А что именно изменилось? Я стал увереннее в себе. Внутренне, что ты сильнее, что все. Сила и уверенность. Сегодня у нас встреча с председателем Федерации рукопашного боя Республики Тыва, основателем школы самбо и восточных единоборств с Олегом Чапцураем. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это такое потрясающее и страшное, ужасающее. Так, вот это вот инвентарь, это вот я приобрел недавно. Вот эта вот голова специально одевается на руку, и дети могут прямо как бы вживую, как вот голова есть, на ней отрабатывать свою технику ударов. Здесь специальная внутри ручка есть, за которую можно держаться и на любом уровне для ребенка держать, и он на нем как бы отрабатывает все свои навыки, удары. Очень удобная штука, резиновая. И руку как бы здесь ребенок не отобьет на ней. Какой суровый вид. Похоже, раньше фильм был «Фантомас». Совершенно верно, да. Может, и по его лицу и сделали. Может, по его лицу и сделали. Такие вот накладки есть. Это вот для отработок тоже руками на ней бьют, ногами здесь пинают, коленками, локти. Очень хорошая подушка качественная. Это я из Красноярска привез. А как ее одевают? Вот это идет рукой вот так, да? Да. И за ремешок держит. И Вот так отсюда, вот. да, пинает, бьют, гоняет коленками. Очень хорошая, удобная штука. И я как ветеран СОБРа, по России у нас много СОБРовцев, ветеранов. И мне с Иркутска ребята, ветераны СОБРовцы, отправили вот такую хорошую штуку. Это вот тренерская защита. Ее одевают на себя, здесь вот на бедра одевают. И ученики могут спокойно тренера бить, и тренеру не больно будет. Они тоже отрабатывают эту технику. Очень хорошая штука, чтобы не повредить
учителя. Вот мы знаем, что вы человек вообще творческий, спортивный, разносторонний. Вы еще работали в милиции, были даже телохранителем, на минуточку. Также вы являетесь основателем своей школы, да, председателем Федерации рукопашного боя. Вот. Расскажите, каково это совмещать абсолютно такие прям творчество, спорт? Как это вам удается совмещать? Ну, творческая как бы линия, это я с детства. Я еще в садике рисовал всякие разные картинки. Воспитатели мне специально давали бумажки, я там рисовал какие-нибудь картинки, они себе забирали домой. Им очень нравились мои работы. Потом со временем я поступил в училище искусств на художника. Закончил, я как бы профессиональный художник, учитель черчения и рисования. А по жизни как бы все время только рисовал, лепил, мне это всегда нравилось, портреты, живопись. Я сам как бы портретист в основном и хотел бы еще больше изучить разных профессий, допустим, скульптуры какие-нибудь, фонтаны научиться делать, мне это очень интересно. А спортом занялся я тоже как бы с детства, мечтал как бы быть сильным, чтобы у меня растяжка была хорошая, акробатические данные хорошие, и везде искал, где бы чему научиться, но школ было мало, и в основном я только сам, как бы по бумажкам, по журналам, по книжкам, сам всему научился, как бы школы конкретно никакой не было, и достиг как бы такого мастерства. А то, что по городу в Кызыле, вот, как бы городские знали, что я занимаюсь там карате, восточными единоборствами, меня несколько раз приглашали в МВД работать. Ну, поначалу я сначала отказывался, а потом, когда у нас открыли первый как бы отряд милиции быстрого реагирования, это в Городиле, меня туда позвали. Но я согласился и там стал инструктором в патрульно-постовой службе. А потом открыли отряд СОБР, специальный отряд быстрого реагирования. Меня сразу взяли туда, я там стал инструктором по боевой и физической подготовке. Потом бывал в командировках в Чечне. Ну, съездил в Москву, меня как самого первого отправили, там сдал сдачу крапового берета. Был командиром отделения в спецназе. Ну и помимо этого все равно не забывал иногда рисовать портреты, иногда заказывали картины. Потом, когда я ушел на гражданку, я очень как бы любил спорт и никогда не бросал. Ветеранская наша организация, очень как бы договоренность у меня, где-то что-то беспризорники там ходят, малыши курят, что балуются, они их просто брали и приводили ко мне в зал. И я уже с ними начинал работать, воспитывать. Я как член ветеранской организации просто обожаю детей, когда они чему-то научатся, у них глаза блестят, что у них что-то получается, когда тем более еще получают какие-то грамоты, кубки на соревнованиях. И просто вот это блеск в глазах, радость, большая благодарность, для меня это очень как бы... Еще вот хотела задать такой вопрос. Что такое краповый берет? Вот я человек, что не знаю. Краповый берет – это самая высшая награда спецназа. Чтобы на краповый берет стать, нужно пройти определенную подготовку, с которой не всякий может справиться. Сама подготовка идет, одевают на тебя полностью амуницию, военную форму, берцы, автомат, бронежилет тяжелый, шлем этот армейский тяжелый и 15 километров марш-бросок. На этом участке, на 15 километров, там надо речку вброд, грязь перейти, на себе раненого тащить, ползком ползти, вспышка слева, вспышка справа, падаешь, там это все, ползешь, грязный, уставший. Если, допустим, в Москве нас сдавало где-то человек 100, из них где-то всего 30 человек сдали. Это по пути, по этому маршруту отсеиваются многие, у кого-то там дыхалки не хватает, кто-то мышцы там потянули, забились, устают. После марш-броска прибегаешь на полигон,
там тебя загоняют на вышку, одевают на тебя альпинистское снаряжение, выталкивают в окно с 5-го этажа, ты стреляешь на 4-м, на 3-м, дымовую гранату кидаешь там, светошумовую, и потом спускаешься на 1-й. Потом там акробатические элементы делаешь, ката, и после этого там 4 спецназовца уже такие налегке отдохнувшие тебя ждут, одевают от тебя эти боксерские перчатки, где у тебя руки совсем не поднимаются. Я вообще сам легкий был в то время, когда сдавал, и прыгал, всякое разное, сальто всякие разные делал. А тут после этих 15 километров хотел попрыгать, ноги от земли вообще не отрываются, они как ватные, на тебя эти перчатки одевают, и все, выходит один, с тобой 3 минуты бьет, потом еще так 4 боя, несколько раз падал, вставал. Там самая главная задача, что показать свой характер. Тебя бьют, ты встаешь, продолжаешь биться, да, не сдаешься. Многие бывает такое, что, допустим, падают и все, не могут подняться, и как бы Не сдаться. да, уже значит не сдают. А еще бывает такая проблема, что как бы все проходит, и бои, все, и перед боями надо автомат, там один патрон дают. Если он не выстрелил, просто осечка, все, не сдал. И такая обида сразу, все вроде прошел, а автомат это не выстрелил. Поэтому, когда полоса препятствия, водные преграды, по грязи ползешь, автомат Бережешь его, да. А у нас в Туве сколько обладателей крапового билета на текущий день? Сейчас, наверное, человек 30, наверное, уже есть. Да, вы что? 20, я точно не помню. А из числа ваших подопечных сколько? Так, из числа моих где-то 3. Самый первый это Айдис, у меня охранником нашего президента Каравола был. Потом еще Алденол и еще, по-моему, Белек тоже у меня в зале занимались. Айдис у меня в Собре работал, мы его готовили, подготовили он. В Иркутске на краповый билет сдавал. Их там где-то 50 человек было, из 50 всего 2 человека их сдавал. Ой, это потрясающе. Я вот с кем не общалась, все вас знают. Все вот сотрудники каких-то органов, все вас знают. Чем это обусловлено? Они все тренируются здесь или здесь проходит подготовка? Да у нет, вас? как бы не тренируются. Я уже как бы тренерской деятельностью занимаюсь больше 30 лет, наверное. Через меня, наверное, около 1 миллиона уже детей прошло. Те дети, которые в самом начале занимались, они выросли, мне своих детей отдают. Потом эти уже стали взрослые, некоторые на пенсию вышли, и уже кто-то уже 3-е поколение свое внуков ко мне приводят. И то, что как бы я постоянно с детьми занимаюсь, и так много через меня детей прошло, и может поэтому, что меня знают, что есть вот такой, который занимается рукопашным боем и с детьми занимается. Я всегда детям говорю, что зал – это для вас 2-й дом. Они могут сюда в любое время прийти, здесь чайник есть, там холодильник, могут спокойно здесь просто посидеть, потусоваться, телевизор посмотреть, просто чай попить. Новогодние праздники здесь справляем иногда, день рождения тут тоже бывает справляют. Кстати, я подтверждаю эти слова, потому что вчера, когда я приходила предварительно в этот зал, тут были маленькие дети. И вот я это подтверждаю. Действительно, ребята свободное время проводят здесь. Мне кажется, это все равно лучше, чем они где-то будут там под забором, что-то там хулиганят, пакостят. Вот здесь в зале кувыркаются, прыгают, бегают, есть как-то все равно безопаснее. Да, совершенно верно. А какие планы в будущем в школе и какие цели перед собой ставить? Ну, как бы целей особо таких и нет. Главное, чтобы дети приходили и занимались спортом. Я просто за здоровый образ жизни, чтобы наши тувинские ребята, наши дети, наша нация была здоровая и спортивная, чтобы они не курили наркотики, вообще не курили, не пили, а занимались больше спортом.
и прославляли нашу Туву за пределами нашей республики. У нас здесь еще воспитание как бы детей, надпись сквернословит, никогда не матерятся, даже взрослые знают, чуть-чуть там вырвалось какое-нибудь нехорошее слово, они сами падают, отжимаются от пола, как бы у нас правило такое, никогда не ругаются. Хорошая практика, мотивнулся и отжался, то есть это здорово, мне кажется, воспитывает в человеке культуру. Можно спросить еще последний вопрос, задам вам. Вот, например, приходит человек с улицы, например, лет 33, абсолютно не гибкий, никогда вот, борьбой не занимался, там, какие есть рекомендации таким лицам? Ой, таких людей много приводят. Есть и дети, ну дети, ладно, это дети есть дети, а есть взрослые, которые вообще ничего не могут, сидят за компьютером, приходят, ой, помогите, хоть кто-нибудь научите как-то на шпагат сесть или какой-то отпор там хулиганам дать. Очень много таких тоже приходят. И как бы приходится их подготавливать психологически, как надо себя на улице себя вести, что надо говорить, что нельзя говорить. И самые элементарные защиты показываю, обучаю этому. А расскажите еще, у вас есть какая-то программа для снижения лишнего веса, правильно? Да, ко мне обращаются и молодежь, и взрослые, в основном девушки, и женщины, и дети, у которых излишний вес. Я специально составил программу, очень много на это уходило, как бы каждый год одно составляешь, другое, потом смотришь, не подходишь, опять перерабатываешь, опять по-новому планы составляешь. И как бы я на последнем остановился, что кардиотренировка, это как бы кардиодвижения быстрые, потом останавливаться и начинать силовые упражнения. Потом опять как бы такой рваный темп. Быстрое, медленное. И получается как бы, вот у меня сколько результатов, и девушки, и дети, там, женщины тоже, за месяц где-то килограмма 3-4, это вот стабильно уходит. И кроме этого сердечные мышцы укрепляются, и тонус, все хорошо, как бы довольная. Я думаю, будут довольны все, и взрослые, и дети, и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины. Спасибо большое за нашу встречу, за наш диалог. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Вот так вот. В этой школе можно научиться единоборствам, каким-то техникам по самообороне, потому что мы понимаем, что мир, он не такой радужный, не такой безопасный, поэтому именно здесь вас научат каким-то приемам.